Сижу сейчас в банке, Bank of America, пришел делать новую карточку. Сижу, жду, пока позовут. На таких удобных мягеньких диванчиках. Короче, вот за что я люблю Америку. Кредитную карту мне открыли буквально за 6 минут. Но у меня есть уже аккаунты в этом банке, Bank of America. Но как бы мне понадобилась еще карточка, и как бы с этим вопросом вообще не возникло. То есть реально 5-6 минут, и кредитная карта просто готова. Папочка, документы, все. В Беларуси такого точно не было, и я думаю, что еще не будет лет 100. На мою беду здесь, в этой эре, есть Apple Store. И это просто губительно для моего кошелька, потому что я ярый фанат и любитель всей продукции Apple. Поэтому сейчас пойдем туда, и я не знаю, чудом буду держаться, чтобы что-нибудь не купить. Кстати, я сейчас нахожусь в городе Денвер, штат Колорадо. Прикольный городок, правда, холодный, снег. Отвык я уже от этого всего, но увы, что поделать. Блин, на улице реально дубак. Вот он, торговый центр Cherry Creek. Пойдем уже внутрь, потому что реально холодно. Прохожу такой, короче, думаю, что-то мне тепло. Вроде было только что холодно, сейчас тепло. Здесь специальные такие рампы для ожидания. Ну, то бишь там для такси, ну или вас кто-то приедет забирать. И здесь специальные обогреватели стоят. Должно быть видно, красненькие. И под ним стоишь, и реально тепло. Здесь можно греться бомжиком. Просто одна Мазерати и вторая Мазерати возле торгового центра. Блин, они реально крутые. Эх, когда-нибудь. О, стало намного теплее. Что ж, первым делом сейчас пойду попробую найду Apple Store. И у меня появилось желание купить Apple Watch. Ох, нелегкая эта жизнь. Ну, рассказывать про эти торговые центры, в принципе, бессмысленно, потому что они есть абсолютно везде, их много и огромное количество. Они в несколько этажей, и с ледовыми площадками, и с кинотеатрами. В общем, в принципе, такие же есть у нас. Так что, в принципе, рассказывать не о чем, поэтому сюда надо приехать и тратить бабло. Блин, эти торговые центры настолько большие, что пришлось прибегнуть к помощи навигатора, потому что иначе я просто не нашел бы Apple Store. Мы, короче, добрались до Apple, наконец-то я его нашел. Что ж, зайдем внутрь. Ну, короче, все-таки я решился купить. Сейчас мне принесут мой Apple Watch. Так что будем ждать и рассчитываться. So you still haven't got iPhone SE, yeah? Not until 31st, so I think that's Tuesday or Friday. Фишка в том, что консультант вас обслуживает. Вы делаете заказ айфона и из секретной комнаты. When I compliment her, she won't believe me, and it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say. Что ж могу сказать? Вот так меня развела опять компания Apple на очередные ништячки. Вот, прикупила я себе Apple Watch. Сейчас пойдем их распаковывать. В общем, стоили они $349, плюс налог, такси, и в результате получилось $375. В общем, даже не знаю, что сказать, потому что, блин, трачу реально много денег на всякую ерунду. Но надо же себя радовать. Тем более, имею полное право. Только что подошло два чувака, спросили, снимаю ли я влог. Я говорю, да. Они говорят, ты вообще где ты, какой твой аккаунт? Я говорю, что у меня белорусский влог, и говорю, пацаны, вы вряд ли меня смотрите. Они так расстроились, вот, но ничего страшного. Популярность она такая, меня узнают даже в Америке. Сейчас найду самое вкусное ништяковое место, чтобы распаковать уже
свой Apple Watch, который так и манит меня. Apple реально имеет какую-то магическую силу, потому что только что я просто, выбросил 375 баксов на часы. Ну, то есть не то, что выбросил. Вообще я хотел Rolex, честно. Я давно уже мечтал о Rolex. Но для меня он, в принципе, не функциональный. Эти часы, точнее, они для людей, наверное, повыше статусом и представляют какую-то полезность, может быть. Не знаю, я исходил из принципа, что вещь, которую я купил, должна приносить мне какую-то пользу, а не просто быть офигенным брендом и так далее. В данный момент здесь сочетается два в одном. Здесь и офигенный бренд Apple, ну и в то же время не очень полезно, особенно для меня. Я постоянно езжу за рулем, и я думаю, что мне будет очень удобно. Вот, поэтому уже не могу дождаться, быстрее спускаюсь на первый этаж. Хочу скорее распаковать. Обожаю просто ништяки от Apple. Да, это определенный успех. Вообще просто. Вот такие американцы, они все добрые, все общительные на самом деле. Они очень улыбаются, и нет у них никакой агрессии. Что ж, я нашел место как раз на заднем плане Мазерати. Я думаю, что это будет самое крутое ништяковое место, чтобы распаковать наши Apple Watch. Короче, неудобно мне будет распаковывать их здесь. Но просто причина, что я не смогу этого заснять. А я очень хочу это заснять. Так что пойду в машину. А еще все это навеяло на меня воспоминания прошлого года, когда я покупал второй свой ништяк от Apple. Это телефон, на который я сейчас снимаю. iPhone 6 Plus. Даже как-то грустно стало. С тех пор прошло много времени. Блин, я вот только сейчас подумал. За 5S я отдал что-то в районе $600. За шестерку я отдал косарь. И за часы я отдал, грубо говоря, 400. То есть, получается, в общей стоимости Apple уже натянул меня на 2 косаря. И, знаете, почему-то даже не обидно. Даже приятно. Я не знаю. В общем, на самом деле, продукция Apple действительно качественная. Она меня полностью устраивает. Это действительно классные вещи. И они действительно стоят своих денег. Вот. Это не какой-то там галимый Android. Потому что я пользовался и Android в свое время, и Windows Phone. Да, они, в принципе, они работали неплохо, но было очень много нюансов, которые меня не устраивали. Вот, к сожалению, раньше я не мог себе позволять покупать такие вещи. Но сейчас я живу в Америке, все изменилось. Заработок стал в 100 раз больше. Поэтому, в принципе, эти часы, если так посудить, были заработаны мной за один день. За один хороший, удачный рабочий день. Так что, в принципе, не думаю, что я сильно потерял. Я думаю, скорее, что приобрел. Кстати, по весу, вроде бы, да, просто коробочка небольшая. Но по весу она реально весит, я не знаю, грамм 400. Даже, может быть, 500. Я не знаю, что туда можно было положить. Может быть, золото. Ну что ж, вот наш Apple Watch. Даже не знаю, как их распаковывать. Блин, с какой тут стороны начать? Это просто такая классная вещь. Блин. Убираем пленочку. Блин, вот коробка действительно такое качество вообще обалденное, реально. Волшебный момент. Ух ты. Ух ты, ух ты. А Apple Watch-то не видно. Открываем. Вау. Это они. Крутейшая коробка, просто, если честно. Вот сами Apple Watch. Даже не знаю, как тут... У меня даже руки трясутся. Ну, в общем, вот они наши Apple Watch. Давайте попробуем включить. Блин, трясутся руки. Они включаются! Они включают, у меня руки трясутся катастрофически. Я дико нервничаю, потому что меня просто переполняют эмоции, реально. Я так давно их хотел, но все время меня что-то меня останавливало. Ну как что-то, бабки. Мне было жалко отдавать столько бабок за часы. И сейчас это стало доступным. Давайте первое включение вместе с вами. Блин, руки трясутся.
долго грузится. Ну, что вам рассказать, в общем. Живу я потихоньку. Блин, не могу, слушайте, ну нереально так долго грузится. Все еще включается. Но это начинает напрягать на самом деле. Так, что-то появилось. Ага. Вот и появилось. Выбор языка. Я буду выбирать английский. Ну, в общем, я их поюзаю. Расскажу, что к чему. О своих впечатлениях, думаю, в следующем влоге. Все, расскажу. Вот что мне нравится в Apple, это реально вот, ну, вот внимание ко всяким мелочам. Вот кажется, простая зарядка, ну так запакована. Что же так много весит? Сама коробка. Вот реально, вот эта пластиковая коробка весит, ну, грамм, наверное, 250. Это, в принципе, по сути дела, просто коробка.